Биологическое разнообразие или биоразнообразие – это огромное количество видов жизни на Земле во всех ее формах, от генов и бактерий до целых экосистем, таких как леса или коралловые рифы. Биоразнообразие, наблюдаемое сегодня, является результатом 4,5 миллиардов лет эволюции, на которую все больше влияния оказывает человек. Основным фактором потери биоразнообразия остается использование человеком земельных ресурсов, в основном для производства продуктов питания. Кыргызстан не исключение. Наша страна за годы индустриализации прошлого века вкупе с другими центральноазиатскими странами использует в огромных количествах природные ресурсы. К сожалению, есть и нерациональное использование, в результате которого возникают различные природные катаклизмы. Все эти моменты обсудили на практической конференции с участием представителей Кабмина, неправительственных организаций и ученых. Основная цель нашей конференции – это действительно устроить диалог между практиками и между наукой о том, насколько важен наш регион Кыргызстан и в целом регион Центральной Азии как коридоры биоразнообразия, как очаги сохранения биоразнообразия, которые обеспечивают жизнь на планете в целом. Поэтому очень важно здесь объединение усилий местного сообщества, чем мы занимались в ходе всего проекта, а также объединение усилий науки, государства. И очень отрадно, что в 2022 году правительство выпустило постановление за номером 554, где определены шаги для того, чтобы микрозаповедники были, получили легальный статус. Эксперты отмечают, что сохранение и восстановление биоразнообразия – один из главных факторов предотвращения климатических сдвигов на планете. Также восстановление природных пространств как на суше, так и в воде имеет важное значение для ограничения выбросов углерода. В Кыргызстане и в целом, во-первых, нужно охранять и увеличить место обитания, увеличить территории особо охраняемых территорий, заповедники, природные парки, просветительные работы экологические. Данная конференция приурочена к 70-летию Национальной академии наук и памяти известного биолога и эколога Эмиля Шукурова. По словам его учеников, он принципиально отстаивал интересы экологии не только страны, но и региона в целом. Его приглашали ведущие экологические организации не только для участия, но и познакомиться с его бесценным опытом. Очень талантливый человек, наверняка вам многие говорят, во многих аспектах. Я бы об одном хотел сказать, что я вам напомню, когда я пришел в науку, это было середина 80-х годов прошлого столетия. И когда я пришел, тогда впервые я услышал дискуссию, обсуждение о цифровизации. Вот сейчас сколько лет прошло? 30 лет прошло. Цифровизация быстрыми темпами, но только идет в Кыргызстан. А Эмиль Джапарович поднял этот вопрос еще в 1985 году. И благодаря цифровизации мне удалось достаточно быстро и кандидатскую работу завершить, и докторскую. И поэтому в этом плане гениальность Эмиля Джапаровича в провидении такого очень важного стратегического направления. Напомним, что еще в 2021 году наш президент Садыр Джапаров на глобальном саммите по климату в городе Глазго четко обозначил, что Кыргызстан будет придерживаться нормам по сохранению экологии планеты. Кроме этого, наша страна к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности. Локомотивом этой безуглеродной политики будут возобновляемые источники энергии и, в первую очередь, гидроэнергетика. Эрмек Уренкеев, Мирлан Джаныбеков, ЛТР Бишкек.